Добрый день. Меня зовут Зелутон. И груби 2030. Тема моей презентации – логические методы принятия решений, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие логические приемы. Принятие решений является важнейшей частью как человеческой деятельности, так и функционирования интеллектуальных систем. Чтобы работа обоснованное решение, необходимо уметь правильно работать с информацией, разбирать ее по части, объединять дела, выводы и проверять их. Именно для этого используются различные логические методы. Без своей работы я рассмотрю, что представляют собой анализ и синтез, чем отличаются индукция и дедукция, а также какие дополнительные логические приемы применяются для получения точных и рациональных решений. Введение. Логические методы принятия решений представляют собой совокупно интеллектуальный инструмент и процессы, которые обеспечивают рациональный, последовательный и научно обоснованный подход к изучению проблем и выбору оптимального решения. В данной презентации подробно рассматриваются ключевые логические приемы, анализ, синтез, индукция, дедукция, а также дополнительные методы логического мышления, применяемые в научных исследованиях и профессиональной управленческой практике. Понятие логического метода. Логический метод – это система рациональных процессов, основанный на принципах логики. Он обеспечивает непротиворечивое рассуждение, структурирование информации, объективный выбор, снижение ошибок при принятии решений. Логические методы – основа научного и аналитического мышления. Анализ, определение. Анализ. Мистичная операция, направленная на различение сложного объекта на части для изучения, позволяет выявить структуру объекта, функции и свойства элементов, взаимосвязи и причинно-следственные зависимости. Анализ является ключевым первым этапом логической работы с информацией. Анализ применения. Применение анализа дает возможность выделить основные факторы проблемы, обнаружить слабые места и риски, отделить существование данных от несуществованных, подготовить информационный фундамент для синтеза аналитики. Анализ широко используется в менеджменте, экономике, науке и инженерии. Синтез определения. Синтез – это процесс объединения отдельных элементов в единую систему. Он позволяет формулировать итоговые концепции и модели, создавать новые решения и подходы, видеть следовательно объекта после анализа частей. Синтез является завершающим этапом логического исследования. Синтез применения. На этапе синтеза формируются альтернативные решения, создаются проектные модели, определяется оптимальный вариант действий, проводится объединение идей, гипотез и ограничений. Синтез позволяет собрать результаты анализа в единую логическую конструкцию. Индукция определения. Индукция – это метод рассуждений, при котором общий выбор формируется на основе частных наблюдений, позволяет выявлять закономерности, формировать гипотезы, делать вероятностные выводы, прогнозировать поведение систем. Индукция является важнейшей частью научного исследования. Виды индукции. Различают следующие виды индукции. Полная индукция – это охватывает все элементы множества выбор максимально достоверен. Неполная индукция
основана на анализе приборки используется чаще всего. Статистическая индукция предполагает вероятный характер выводов. Каждый применяется в разных ситуациях без зависимости от объема и качества данных. Дедукция определение. Дедукция метод рассуждений, по которому частный выбор делается и общий принцип или правил. Если практически истинный выбор является логически гарантированным. Дедукция обеспечивает строго мышление, логическую направленность, возможно доказательство гипотез. Дедукция применение. Дедукция применяется для построения формальных доказательств, структурирования знаний, анализа гипотез получения индукции, разработки нормативных моделей, построения логических и экспертных систем. Она незаменима в математике, праве, информатике и аналитике. Другие логические приемы. Дополнительные методы логического мышления включают аналогию, перенос свойства одного объекта на другой по способу абстрагирования, выделение существований характеристик, игнорирование несуществований, моделирование, создание упрощенного представления для анализа и прогнозирования. Эти методы расширяют инструментарий логического анализа и позволяют работать со сложными системами. Интеграция методов. Практика принятия решений логические методы образуют решение комплекс. Анализ проявляет структуру и ключевые элементы проблемы. Индукция формирует предположения гипотезы. Дедукция проверяет и корректно и логическую согласованность. Синтакс определяет результаты и формирует итоговое решение. Совместное применение методов дает наиболее надежный результат. Заключение. Логические методы являются основой рационального, научного и профессионального принятия решений. Они позволяют глубоко анализировать проблемы, выявлять закономерности, проверять гипотезы и формировать обоснование работы. Для магистрального владения логическими методами является важным условием успешной исследовательской и управленческой деятельности. Спасибо за внимание.